Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – кто вас любит и кто вас ненавидит. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать мы будем сегодня на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Небольшое объявление. Сейчас длинные видеорасклады из нашего канала Веда Скара, из YouTube, параллельно загружаются в Telegram-канал. Подписка на Telegram-канал стоит 333 рубля в месяц. Можете или только на месяц подписаться, или выбрать удобный для себя тариф. Ссылка на Telegram-канал находится под видео или на экране перед вами QR-код, который вас сразу же перенесет на Telegram-канал. Спасибо. Итак, продолжаем наш расклад. Посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад. Сейчас расслабьтесь, думайте только о себе. Никого не загадывайте. Если смотрит женщина, сильная женщина, очень чувственная, очень страстная женщина. И в то же время вы женщина, которая может быть и резкой. То есть здесь несколько стихий. Всегда доводите все начатое до конца. Или же даже если вы возвращаетесь, если вы что-то не успели, возвращаетесь обратно, берете и доделываете. Вот вы стараетесь все везде успеть. Человек, который никогда не любит проигрывать, стратег, целеустремленность здесь. И здесь есть момент, на кого-то вы держите еще, вот зуб точите, обижены на кого-то, злитесь, может, даже. В вашей жизни был решающий момент, который, может быть, все вверх дном поменял в вашей жизни. Переезд, будь то или рождение, или же расставание, или же наоборот. То есть у вас был вот какой-то пик. Какая-то пиковая такая ситуация. Вы дама, которая как дает чувства, так и с собой обратно их забирает, если кто-то этого не заслужил. Умеете наслаждаться и одиночеством, умеете наслаждаться и чувствами с партнером. Умеете дарить скорее, да, чувства. Широкая душа, теплое сердце. Здесь человек может быть компанейский, но все могут думать, что вы вот простодушка такая добрая, можно положиться, но вы знаете всему границу. Вы можете человека поставить на место, да, вы понимаете, что человек переходит границу, и вы можете прямо заявить в лоб. Хотя на первый взгляд кажетесь такой, что доверчиво, и люди могут пытаться пользоваться. Но тут не получается. Тут сразу же кого-то и, как говорится, обламываете. Есть у вас границы не только в чувствах, но и в деньгах. Умеете контролировать деньги. Также здесь показывает человека, который, вот знаете, все всем поровну. Держит свои как и негативные мысли, так и позитивные мысли в узде. Даете вот какой-то лимит определенно. Есть у вас чувство собственничества. Если это мое, значит мое. То, что вы заработали, заслужили, то, что есть ваше, вы защищаете границы этого. Но если у вас попытаются это взять, вы тут же, как сказать, можете дать ответную реакцию, причем даже и агрессивную. Вот как бы не думали, что вы простодушка, но здесь вы можете дать и такую реакцию, что от вас никто не ожидал этого. Есть у вас в вашей характеристике такое, что
люди думают, что вы поступите так, но вы поступаете как-то иначе. Бывает даже и жестко, что на самом деле удивление у кого-то. Вообще по себе вы за мир, мирный человек, всегда находите баланс между людьми, всегда пытаетесь идти навстречу, но вы человек, который, опять-таки, даете шансы, но если это тоже в лимитах, понимаете, вы даете шансы, но если эти лимиты заканчиваются, вы просто перестаете вообще общаться и воспринимать всерьез этого человека. Сейчас стоите на каком-то барьере, выборе, может быть, или вот идти, не идти, ехать, не ехать, стоит, не стоит, да, вот какой-то такой задумчивость, да. Тут кто-то конкретно стоит на выборе. И здесь момент есть, знаете, ситуация вас качает туда-сюда, то есть вы в размышлениях еще пока, стоит, не стоит. Это может касаться финансов, и это также может касаться чувств. Есть какая-то возможность, вы понимаете, нашли вы какое-то вот как ущелье, да, а в этом ущелье что-то есть. И вот вы думаете, ринуться мне туда или нет, идти, не идти, стоит, не стоит, рискнуть, не рискнуть, вот как-то так. Или нашли для себя определенно что-то, да, что, может быть, является возможностью вашей, но вы пока задумываетесь. У вас, кстати, я вам скажу, вот знаете, как, не знаю, это называется скорее, может, миссия, да, больше, что по миссии есть момент каких-то вот завоеваний побед. То есть вы на самом деле являетесь таким человеком, который добивается, вот идет к цели и до конца, добивается, вот бьет просто до конца, понимаете, долбит стену, пока вот не пробьет. И у вас тут как миссия выходить в победы. Или даже не выходить в победы, а именно побеждать. Потому что за этим стоит что-то большее. Нацелено это куда-то туда, на какие-то ваши победы. Даже не просто победы, это может быть и популярность, это может быть и добиться чего-то, да, вот там добилась. То есть вы идете к какой-то, например, цели, добиваетесь чего-то, и это делает вас, может быть, сильнее, и в итоге вы занимаете более крупное что-то, пост, сидение и так далее. Тут прям как лозунг определенно какой-то у вас есть, или цитата, вот по которой, вот когда вы идете по этому пути своему жизни, у вас определенно есть какая-то главная цитата, или не сдавайся, побеждай, вот как-то, да, вот к этому. Я вам еще скажу, есть такая аффирмация «Я самая великая». Вот вам сюда это подходит. Повторяйте ее чаще, это вам тоже будет помогать. Или «Я есть сверхсила», «Я есть сверхчеловек», «Я есть победа». Я самая великая. Вот можете в совокупности все вместе. Вот это прям для вас. Будет еще лучше. И будет легче проходить какие-то пути. Потому что есть сложности, вот эти вот сомнения, которые могут вас, в принципе, вы знаете, дать пропустить шанс. А вам нужно брать. И вот вам как раз-таки это будет сопутствовать. Вы будете побеждать. Вы будете добиваться. Люди будут, кстати, подстраиваться к вам те, которые будут помогать вам вот идти к каким-то своим победам. Вот я и говорю, еще есть фраза «Меня окружают только добрые люди». Туда же присоедините. Вот это прям для вас. И будет все прекрасно работать. Вы знаете, аффирмация – это очень-очень сильный инструмент. Даже не надо магии и практик. Вот это и есть самый сильный инструмент. Не верите? Вот проверьте, потом напишите. Так, давайте смотреть дальше. Кто вас любит и кто вас ненавидит? Посмотрим сначала, кто вас любит. Кто вас любит? Тут не просто любит, тут человек
плачут, переживают. Здесь страдания какие-то, терзания. И есть, знаете, соболезнует сам себе. Тот искренне любит, но понимает, что все потеряно. Вы для этого человека являетесь счастьем, радостью. Человеком таким, который открыл на что-то ярко глаза. Вот с вами жизнь била ключом. С вами человек получал эмоции, с вами человек получал позитивные эмоции. Но вас нету рядом. Да, это мужчина. Это мужчина. Здесь момент мог быть, знаете, сейчас разочарование, сожаление, и человек в чем-то перед собой оправдывается, как перед вами. Вот я дурак, да, казнит себя даже, делает себе больно, наказывает сам себя. Он сожалеет о чем-то проделанном в вашу сторону. А вы этого не заслужили. Он просто в таком... Знаете, может, даже вы ему и не достались. Тут могут быть или совместные дети, или здесь может быть совместный налаженный быт, или же здесь момент, что человек хотел создать с вами семью, хотел от вас ребенка. Он понимал, что с вами это возможно, но человек проперся. У человека есть мысли, знаете, предложить вам что-то, восстановить отношения, но он все же имеет какие-то сомнения. Понимает, что вся жизнь заключалась в вас, а вы закрыты. Человек, знаете, понимает, что к вам очень сложно пробиться. Вы имеете себе цену, вы знаете, вернее, себе цену, вы умеете устанавливать границы, у вас есть вот эта вот женская гордость. И у человека иногда складывается впечатление, что он сам себя обманул. Сам себя вот поставил в этот какой-то капкан. Может, даже человек сам склонен к обманам, каким-то манипуляциям. Может и людей, а может в целом, да, какие-то манипуляции проводить. С деньгами даже, ну и с чувствами. Сильно. Тут большая любовь. Тут человек только осознал сейчас, что любит. Знаете, тут такое глубокое осознание вообще в целом смысла жизни. И подбор даже партнера. Здесь у человека с вами растут крылья. Без вас все падает вниз. Люди обманывали его. Поэтому, скорее всего, он сам по себе такой человек-манипулятор, обманщик. Да, может быть, люди ему показали, что нужно быть таким. Знаете, он уже пытался идти в вашу сторону, но тщетно. Второе, здесь есть какая-то женщина около этого мужчины, но здесь нет любви. И женщина страдает, мужчина страдает, а вы не страдаете. Знаете, здесь вашу позицию показывает такую легкомысленность или легкость после того, как этот мужчина ушел из вашей жизни. Как груз с себя сняла. А он сейчас в тех отношениях страдает. Он понимает, что это не его. Да, он понимает, что вы тот самый человек, который дарит вот эту энергию любви. И не только любви, здесь идут финансы. То есть вы дарите какую-то такую энергию, что он умеет зарабатывать. Как мотивация, может, даже. Человек под чем-то, или вот выпивает, или вот когда грустит, или вот, знаете, как-то дурно, и вот он пытается, привычка есть, может быть, какая-то, даже пусть заниматься спортом, ходить в спортзал, или привычка, там, не знаю, вот как-то себя от этого стресса отвести. Есть какая-то привычка, но может быть и пагубная, а может быть просто вот определенно что-то.
Но это его отвлекает от мыслей, хотя все же вот часто думает человек о вас, он страдает. Мыслей очень много у вас. Я бы сказала, даже больше переживаний о себе, что он несчастлив. Сожалеет. Кто еще вас любит? Любит тот, кто от вас скрывается. Ну, сильный человек. Сильный. Ну, сильный, да, но он, знаете, внешне, вы его зацепили внешне. Он сильный, да, но здесь есть выбор. Здесь есть отвлекающие факторы от вас. Хотя вы ярко заметны для его глаз. В вашу сторону показывает человек медлителен или тянет резину, но здесь очень сильно хочется, чешется, знаете, вот так вот. Ну, вы женщина такая, которая затмевает других женщин, внешность, ваши внешние данные, ваш внутренний мир. Возможно, у вас было общение с этим человеком, и здесь вы ему кого-то сильно напоминаете, вы на кого-то похожи, причем это не из его жизни, это тот, кто знаменит. Вы на кого-то похожи из знаменитостей. Но вы нравитесь так в целом внешне. Кого-то вы можете просто припоминать. Не потому, что это главная, любимая героиня, а может и так, да? А просто вы очень сильно на кого-то похожи. А вы знаете, это семейный человек, а подглядывает за вами. Вы поменяли в целом его представления какие-то, ну тут такое глубокое уже идет что-то, жизнь, вы поменяли какие-то вкусы у человека. Человек, знаете, вы для него являетесь еще подобием какого-то вот идола, да, не то чтобы кланяться, а в плане вы какой-то пример даже, вот много примеров, но вы вот такой главный пример, хотя это мужчина, он смотрит на вас и чему-то вот даже вот как копирует или учится, подражает вам, и вы очень сильно нравитесь, эталон женской красоты. Но что самое интересное, он таких женщин, как вы, не видел. Вы можете быть какая-то уникальная, интересная внешняя женщина. Вы ему, да, человек очень сильно, но он не знает, что с этим делать. Он находится в отношениях, он находится в семье, ему сложно. Не вытягивает что-то. Но я вам скажу, что человек... Хочется сюда такое слово сказать, мелкая сошка, но вот правда, человек мелкий. Может, он маленький или маленький по статусу, или только на ноги встает, вот какой-то такой мальчик или моложе, да, вот незрелость тут какая-то есть, но вы выглядите для него очень такой, вот, знаете, яркой, заметной, и вот являетесь, да, эталоном женской красоты, примером для всех женщин. Он хочет даже расти благодаря вам. Здесь есть мотивация. Но мешает семья. Мешает какая-то ответственность. Он устал, он не может. Возможно, очень много проводит времени в каких-то обязанностях, ответственностях. И человек уже хочет вырваться из этого. Но он понимает, что если он будет свободен, он станет императором. Что если он освободится от ответственности, он может добиться чего-то намного большего.
И он понимает, что чувства растят человека. Благодаря тем самым правильным, нужным чувствам мужчина растет. И вот он, знаете, в какой-то степени думает, зачем я что-то сделал. Или женился, обзавелся детьми, да, вот взял какую-то или ответственность. Зачем? Но я уже ее несу. Здесь какая-то хитрость есть, соскользнуть с этого. Соскользнуть. Но я вам скажу, в какой-то степени здесь скользкий тип. Но вы нравитесь, да, вот я бы сказала, даже влюблен в вас человек. Но он не знает, что делать. То есть, да, барахтается. Все же как ни крути, человек даже паш, а не то чтобы рыцарь, паш. Но человек пытается что-то, стремится. Вы более, знаете, значимая и ресурсная женщина. То есть вы более, как сказать, круче этого мужика. Так, дальше смотрим. Кто еще в вас влюблен? Очень вы яркая, видите? Вас все замечают. Кто еще в вас влюблен? Вы цепляете своей женственностью, внешними данными, вкусом в одежде. Да у вас все прям. Утонченность есть, вот это какая-то женская. Кто у вас влюблен, показывают именно, что это женский пол. Да. Не то, что влюблен, я бы сказала, опять вы для кого-то идол, восхищение, пример здесь. Вот вы для кого-то пример той самой женщины, для какой-то женщины. Благодаря вам эта женщина растет. Вы эту женщину возрастили, она поменялась благодаря вам. Знаете, она вам даже в какой-то степени внутренне благодарна. Пересмотрев что-то в своей жизни, что ее разочаровало, что уже можно было падать, как говорится, на дно. Но она себя сама вытащила, но благодаря вам. Смотря на вас, слушая, может, даже вас. Здесь может быть застолье, подруги, друзья, знакомые. Вот где-то вот так. Возможно, вы с этой женщиной знакомы. Человек пересмотрел в своей жизни что-то после какого-то разочарования, даже горя. Да, она понесла какое-то горе, может быть, развод, разочарование, расставание и так далее. Что-то произошло такое, что сломало ее душу, что уже хотелось падать на дно и, как говорится, умирать. Но вы ей дали, вот вдохнули надежду жить. И женщина стала цвести и пахнуть. Благодаря вам ее жизнь вот прям вот так вот, да, именно буквально расцвела. И она поняла, что это вы ее туда вытащили. Не то, что специально, да, она как-то смотрела на вас, вот вы как взор, пример. Она, кстати, очень часто о вас думает и о той ситуации, что как и почему вы появились в ее жизни. Но я вам скажу, она даже вот, да, тут есть момент, любит вас в плане не как, она любит в плане того, как вас как человека. И ее жизнь благодаря вам началась вот как с чистого листа. Она для себя что-то благодаря вам уяснила. Начала жизнь по-новому, вздохнула, я говорю, новый свежий глоток воздуха. Да, она стала уже более недоверчива, даже привередлива в какой-то степени. Тут по чувствам, походу, было плохо, да, и вот она благодаря вам вылезла из этого, из каких-то токсичных отношений. Плюнула и пошла. Оставила, да, какой-то именно груз. Оставила что-то в прошлом, что тянуло с нее энергию. И вы знаете, когда она жила там в чем-то, с кем-то, то есть у нее было одно представление о жизни, и оно было вот как сказать, один мир. Но благодаря вам, вот какому-то даже слову, словосочетанию там, или цитате, или еще чему-то, подсказке от вас, может, мотивации, многое, что она поменяла, и она понимает, что она ходила в каком-то иллюзорном мире, жила, понимаете?
в одном и том же кругу крутилась, не могла из этого выйти, а всего лишь надо было в голове что-то поменять. То есть все было просто, инструменты лежали все на столе, вот как-то так. Но вы именно дали пример, понятие вот этой вот жизни, для чего я живу, да, я женщина, родилась на этот свет, что кастрюли намывать, квартиру убирать? Нет, конечно, да, наслаждаться этой жизнью так же, как и все, мужчины могут, а мы нет, вот что-то поменялось, она перестала что-то вот делать то, что делала раньше, даже, я бы сказала, полюбила себя. А у нее жизнь тут поменялась благодаря вам, она нашла мужчину. Благодаря опять вам. Может, вы познакомили, а может быть, благодаря тому, что она смотрела на вас, менялась как-то и поменяла свою жизнь и познакомилась с мужчиной. Здесь может быть так. Но она вам очень сильно благодарна. Она понимает, что это вы. Это вы, все благодаря вам. Направление вот какое-то задали. Движение. Человек как будто бы стал смотреть, да, вперед с позитивом. Так. Давайте посмотрим, кто вас ненавидит. Кто вас ненавидит? Незрелый тип, мужчина. Ненавидит, потому что любит. От любви до ненависти один шаг. Знаете, вы утерли человеку нос, причем так человек остался в лузерах, в проблеме какой-то. Вы показали ему его место, дали что-то понять. Человеку это не нравится, когда ему указывают его место. В какой-то степени вы, я бы сказала, разозлили человека. Здесь человек недоволен ситуацией в целом, в жизни, в отношениях, также и ваше отношение к нему. Да, вы не обращаете на человека внимания, человек пытается как-то, я бы сказала, знаете, быть выше, нежели вы. Или вообще в целом женщина должна быть вот как смотреть в рот, да, как собачка сидеть вот у ноги. У него какие-то свои представления о женщине. А вы вот срываетесь с цепи, вы непослушная. Да, и вы указываете еще. Делаете, что хотите. Да вам вообще пофиг. Вы забили уже давно на него. Здесь может быть очень давнее что-то. И здесь есть обида очень давняя у этого человека. Да, поставили его в чем-то на место, приструнили его, как говорится, к стене, дали ему понять, ну, вот как щелчок по носу. Вы выбрали здесь себя, делаю, что хочу, не переживаю, да, переживает теперь мужчина. Да, утерли нос. Человек, знаете, до сих пор находится после того, как вы разошлись с этим человеком или перестали общаться. У человека в жизни благодаря вот какой-то пониженной самооценке вот все стало катиться вниз. Здесь момент пониженной самооценки. Вы являлись именно, как сказать, причиной, не причиной, а вы это сделали, что утерли ему нос, да, вот именно оставили его в лузерах. И он поддерживает именно на сегодняшний день портрет лузера. И поэтому в жизни у него ничего не получается, не продвигается. А вы пошли себе дальше в какие-то победы, завоевывания, да, у вас такая, смотрю, миссия, прям на самом деле побеждать. Неважно, в спорах, да везде. Вы везде победители, вы тем самым растете. А человек этот, благодаря тому, что имеет какие-то комплексы, все больше и больше в них вылазит, эти комплексы. И тем самым усугубляет ситуацию.
Он видит ваш какой-то полет, расцвет, что вы получаете какие-то плюшки от этой жизни благодаря вот своему какому-то такому бойкому нраву, своей вот этой харизме, может быть, или вот этой целеустремленности, или я иду, мне пофиг все вокруг, да, я просто пру вперед напролом. Мужскую энергию, кстати, он вас видит. И что у вас что-то получается. И он злится все больше и больше. Но это давнее прошлое. Человек упал в яму. Он упал в какую-то яму. Он понимает, что это из-за вас. Вот вы такая-сякая. Понимаете, проблема не в ком-то, а в самом себе, в первую очередь. А тут, да, идет обвинение кого-то. Сразу сюда мне навевают эти нарциссы, которые вот всех обвиняют вокруг, что все виновато. Споткнулся, лестница виновата там, или ключ из земли, или еще что-то. Но не он сам, понимаете, вот такое. Вот такое вот никакое. Так, дальше давайте посмотрим, кто вас ненавидит. Кто вас ненавидит? Мужик. Я бы сказала, такой седоволосый мужчина. Здесь соперничество между вами. Он видит вас, как, вот, знаете, как равностоящего себе. Хотя вы можете являться женщиной, да? Что вы сдвигаете горы, каменные тяжелые преграды. А он же мнит себя: я мужик. Я же тоже мужик. Я же сильный, авторитарный, да, или у меня связи, или то все, а тут какая-то женщина делает то, на что у меня кишка тонка. Вот это бесит. Бесит ваши какие-то завоевывания. Смотрите, вы везде победитель. Вы можете быть даже в споре, понимаете? Вы можете утереть нос словом. Может быть, уже утерли этому мужику именно словом, а может быть, какими-то своими достижениями, завоеваниями утерли мужчине нос. Причем он же самый великий. Как вы так могли? Здесь нечестная борьба, и здесь в плане того, что он понимает, что женщина должна стоять у плиты. Вот такое у него мнение. Почему-то, что женщина должна стоять у плиты. Женщина ничего никому не должна. Так же, как и мужчина не должен никому никак. Поэтому девочек не трогайте, не обижайте. Женщина народилась на этот свет так же, как и мужчина. Имеет право на все то, что имеет право мужчина. Поэтому здесь именно показывают, что человек хочет вас как-то даже согнуть в плане: ты должна вот это твоя обязанность, знаете, ткнуть вас куда-то носом во что-то такое, что является мелким. А вы, может быть, у вас круче фирма, да, вы там директорша, он где-то директор, и вы обогнали его в чем-то или впереди на 10 шагов. И он думает: ну как так, женщина, да, вот сегодня такая крутая, а я же мужик, а я лузер, да, а у меня меньше, а у меня не получается. Тут даже, да, есть такой стрём. И этот мужик, вроде как мужик, да, имеет за собой что-то или имеет какую-то власть, авторитет, но он видит ваши достижения, которые раздражают. Тут даже, да, именно момент ненависти. Вот таких женщин не должно вот как бы быть в целом. Может даже, да, человек удивляется вообще сегодняшнему времени, что женщины ездят на лучших даже автомобилях, нежели мужчины. Знаете, в какой-то степени у мужчины есть проявление к вам. Вы нравитесь как женщина, но ненависть идет такая вот именно, что вы ведете себя как мужик.
вы имеете какой-то такой весомый авторитет. И это уже не женский, он считает, это уже не по-женски. И вот это отталкивает. С одной стороны, вы ему нравитесь внешне, как женщина, но ваша вот эта внутренняя сила доводит аж до истерики этого мужика. Дедушку какого-то даже. Он себя чувствует... Знаете, почему он вас ненавидит? Потому что рядом, когда вы стоите, он чувствует себя каким-то неудачником. А вы являетесь таким еще... Не просто женщина, вы манипуляторша можете быть в его глазах. Хитрые какие-то комбинации. Притом, знаете, можете даже обмануть его. Вот как он считает, что она может обмануть, обхитрить или манипулировать. Вам нельзя давать какую-то слабинку, иначе вы, вот как змея, нападете и сожрете вот его. Опасная вы для него. Вот. Можете даже быть и сильным конкурентом, если с вами бороться. С вами нужно заходить по любви, гладить вас не против шерсти, а по шерсти. То есть, но в то же время он не хочет быть лицемером, император. Это не в их власти. Лицемерничать, сюсюкивать, лебезить. Нет, он такой вот напрямую в лоб. Может, человек это даже заявлял вам что-то напрямую, что ему не нравится. Или пытался, вот знаете, кидаться сарказмами, умными какими-то словоизречениями, да, цитатками черчиллевскими и так далее, да, вот какими-то, ну, в общем, великих людей. Или где-то вас, вот знаете, а ты что, этого не знаешь? Это же элементарно, ну, понимаете, да? Такие умники. Вот. Так, кто вас ненавидит? Ну, слово первое сюда пришло, нищеброд. Ну, вот прям вот какой-то человек душевно нищий. Нищий. Он-то вас ненавидит. А напротив нему вы являетесь очень сильной, а он слабым. Дурак, глупый человек, опустошенный или пустые карманы. И у человека складывается у вас впечатление, что вы все, что вы имеете, это вот, знаете, ну это от зависти. Здесь есть зависть, что все, что вы имеете, вы заработали, ну, у вас есть сила, внутренняя выдержка и, знаете, вот такая хитрость, что вы заработали все хитростью или получили что-то, наслаждаетесь чем-то. То есть это все хитро как-то сделано. Но хитрость это тоже ум. Да, схитрить это еще нужно тоже уметь. Талант. Но он считает, что вы хитро чего-то добились. Здесь человек, во-первых, это такая мелкая, вот скажу мелкая, но такая подлюка, да, вот такая вот. Мелкая сошка, которая не будет проявлять каких-то таких мужских эмоций, да, это мужчина. Не будет каких-то таких дел делать. Он будет еще вот как-то, знаете, так хитрые, такие скользкие заходы. Я бы подарил тебе цветы, но мне жалко цветы. А самому жалко на цветы, например. Знаете, вот какие-то такие. И он все свои болячки переносит на других. Да, что все такие сякие. Вот. А все то, про кого он что-то говорит, это есть он. Очень-очень сложный тип, манипулятор, ничего не добился в этой жизни. И, вы знаете, пытается за чей-то счет выезжать, хитрила, тихорила. Вот такое вот, я бы сказала, извиняюсь, но падаль. Чистой воды падаль, просто падаль. Г, да, в проруби. Он такой болтающийся. Сам не знает, чего в этой жизни
хочет. Даже не то чтобы не знает, не может. Кишка тонка. Да? Человек боится рисков, чего-то такого серьезного, каких-то важных действий, шагов, там, добиваться, побеждать. Это не тот тип. Снять с себя рубаху и идти в бой. Нет, это такой трусливец, шакальчик такой, знаете, еще мордашки у них такие страшненькие. Вот может и вот почему тогда шакал, вот такой вот тип. Может он на самом деле такой страшненький, невзрачненький, маленький, скользкий такой, неприятный тип, еще и манипулятор. Кто вас ненавидит? Я бы сказала, какое-то общество. Тут несколько людей в совокупности. Здесь у вас когда что-то или появляется новенькое, да, купили себе телефончик красивый, или там футболочку, да не важно что, машину. Все, здесь людей распирает на части. Зависть. Зависть вашим ресурсам, финансам и вот этому сила побеждать, добиваться, целеустремленность, вот эта предприимчивость, вот это из-за этого ненавидят вас, что вы такая. Здесь скоро будет какой-то суд над этими людьми. Причем, знаете, вот как или в одночасье, или вот как, знаете, сегодня один, завтра второй, послезавтра третий. Что-то случается. И причем это как по закономерности какой-то. И у вас может быть удивление. Ну, вы, я думаю, после расклада не удивитесь. Да, вы поймете. Люди получают наказание. Или вот конкретно, да, есть какая-то компания людей, может это на работе, рабочий коллектив быть. Вы узнаете, сначала у одного что-то произошло, потом у второго, у третьего. Вот как наказание какое-то. Угу. Они и с вами нечестны. Держат и зависть, и злость, и обиду. А вторые здесь, знаете, не желают вот именно ваших побед. Готовы даже, знаете, вам палки в колеса вставлять. Да. Не получится. Здесь есть у вас защита. Здесь, может, кто-то молился, даже отчитывал себя. Может, даже чистку делал. Или защита есть. Здесь бумеранг. И не просто бумеранг, здесь конкретно защита стоит у вас. К вам не пробиться. Но палки будут вставляться. А это будет все отбиваться. Я рекомендую хотя бы раз, может быть, в месяц, может, в 3 месяца проводите чистки. Вот давайте возьмем даже так. От сегодняшнего дня, да, проведите, как будет цикл убывающей луны, проводите чистку. И еще следующий цикл убывающий, еще. Здесь дойдет до головы, до сознания людей. Здесь кто-то вот реально, вот как говорится, в реанимации пробудится и поймет, за что ему все это. Придет осознание за осквернение, за ложь, за какие-то вот именно такие действия в вашу сторону. Не очень хорошие. Здесь, вы знаете, вот как чтобы у вас все вот как крахануло, обломилось, рассыпалось. Такое пожелание дурное. Знаете, взгляд может быть дурной, вы сами можете замечать. Зависть, чистой воды зависть. Да, вам следует почистить, чиститься от таких. Пусть это им возвращается, тем самым будет им возвращаться. Да, или происходить такие действия, именно вот, как обратно возвращаться туда, откуда пришло. Вот это вот негативное их. Здесь мудро вы поступите. Здесь видят какой-то ваш потенциал еще, рост в чем-то, что вы в чем-то преуспеваете или успешны. И не хотят этого. Хотят перебить вам дорогу.
Ну, много зависти. Тут даже вплоть до того, что кто-то конкретно думает часто о том, что вы что-то имеете, а у него не получается. Человек раздражен даже. Реально у человека что-то не получается, и он все больше и больше злится. Пусть это еще и вы, и еще кто-то, да, у кого получается. И человек туда смотрит и видит успешных людей, а у него нифига не получается. Вот я говорю, чиститесь. Вы разрубите именно какую-то с ними связь. Знаете, здесь может даже после чистки произойти то, что, не удивляйтесь, расставание с этим коллективом, да, то есть или смена рабочего положения, если это на работе, или же эти люди начнут уходить из вашей жизни. Может быть, они себя конкретно проявят в такой характеристике, где покажут себя со всех в открытую негативных сторон. Когда вы вот реально скажете: да пошли вы, слушайте, навсегда и без возврата. Вот как-то так. Получите какие-то еще бонусы из-за этого, из-за этой чистки. Это не просто чистка, да, это получение как раз таки каких-то возможностей, финансов или крупных сумм денег. Это по справедливости. По справедливости. Любят, ненавидят. Любят. Ненавидят. Сейчас посмотрим. Здесь выбирать ничего не нужно. Посмотрим, здесь любят, здесь ненавидят. Любят. Говорю, вами женщина день и ночь восхищается. Вы можете быть или на расстоянии, или мало общаться. Но здесь нету какой-то между вами ссоры. Здесь есть, может, даже сожаление, что вы не вместе у этой женщины. Она обрела благодаря вам любовь в этой жизни. Она вас очень сильно ценит. Она тепло к вам, с чувствами, да, в плане чувствами, с теплым сердцем к вам. Ненавидит, ой, женщина ненавидит, готова с вами бороться из-за какого-то мужчины. Ревность. Слушайте, здесь момент, вот вы разбили чью-то пару. Ну-ка, давайте-ка сюда. Вы разбили, вот она считает, или стали камнем преткновения в этой паре. Тут такая ревность, тут такой скандал на пустом месте. Мужик тоже злится, скандалит там. А здесь вообще там треугольник. Ага. Смотрите как. Тут какая-то женщина, у нее мужчина, она его ревнует. У мужика кто-то есть. Но вы являетесь в ее глазах, что вы увели мужчину. Или вы являетесь вот той самой. Подозрения падают на вас. И знаете, у женщины возникает чувство найти себе кого-то, или она уже с кем-то проводит время из-за мести. Она мстит тем самым. Дома происходят какие-то конфликты, или в паре в этой какие-то конфликты, скандалы, терки. Тут вас обвиняют, что вы являетесь вот на самом деле той самой, которая вмешалась в жизнь, которая увела ее муженька или мужчину. Разбила семью. Да, она считает, что вы не просто увели, вы хотите. Ну, что вы ей напрямую желаете зла. Тут вас вообще не касается. Здесь другая женщина есть у ее мужчины. Другая женщина. И это не вы. А она думает на вас. Понять не могу. Ну, я понимаю, но тут запутано все. Вы являетесь в ее глазах, что это вы.
подозрения падают на вас. Причем тут даже не то, что подозрение, без сомнения она говорит, что это вы, но это не вы, тут другая женщина. Другой портрет. Причем у этого мужчины вот как будто бы несколько женщин, я еще так скажу. Но она конкретно опирается, что это одна и это вы. Но это не вы. У мужчины несколько женщин, может быть. Ходок на передок ее мужик, в общем. Пусть сами разбираются. Здесь какие-то вообще просто каша в отношениях. У нее в голове каша, она уже просто там с ума сходит, но она уже с кем-то тоже встречается на зло своему мужчине. Там просто четырехугольник даже, а может и пятиугольник уже, если уже у мужчины несколько женщин. Слушайте, и Санта-Барбара прям... Да. У них там Санта-Барбара, а вы просто Мария. Просто Мария. Живете себе, никого не трогаете, а тут на вас все подозрения падают. Занимайтесь делами своими. Вообще голову не ломайте о людях. Вот честно. Вам любят, ненавидят, делайте свое. Вы, знаете, можете быть на самом деле в глазах кого-то врагом, да, или кто-то приписывать вам какие-то ложные, да, что вы виноваты где-то, обвинения, но это бесполезно. Глупым не докажешь, да, то есть поэтому это бесполезно. Занимайтесь собой, своей внешностью. Тут именно идет акцент на внешность. Вкладывайте в свою внешность. Да? То есть не пытайтесь быть серой мышкой, например. Ой, да, там моя подруга ревнует своего мужа ко мне. Вообще об этом не думайте. Живите, как живите. Вы живете для себя. Да? Не пытайтесь кому-то угодить. Здесь момент, кого-то жизнь очень сильно накажет за то, что вот делают. Вот реально люди есть такие, которые пытаются вставлять палки в колеса, которые пытаются именно ваш путь как подрубить или да, вот так руки трут, что вы когда-нибудь упадете, споткнетесь, все потеряете, или у вас будет грязная лужа, да, а не жизнь. Вот именно такие вот пожелания, потому что у самих что-то в жизни не получается, а вам не надо ломаться, да, вам не надо идти на поводу этих людей, пытаться еще особенно прогибаться под таких людей ради того, что подруга, видите ли, обидится. Ну и пусть обижается. Да, я не пойду в платье, потому что подруга, видите ли, завидует или ревнует, или еще чего. Это ее проблема. Будьте такой на высоте, да, тут показывают. Будьте на высоте, будьте такой, как вам удобно, так, да, а не то, чтобы ради кого-то. Бывает, вы себя ограничиваете, на самом деле, ради кого-то, что кто-то будет не рад. Это ваша жизнь, мало ли кто чего. Но люди здесь даже вот тут есть несколько человек, которые на самом деле вас вот пытаются погубить, втоптать, да, из-за того, что у вас какой-то расцвет, сияние, вот эта вот звезда. Вам не нужно идти, на самом деле. Включайте эту мудрость, женскую мудрость, свое обаяние, да, по звезде. Не нужно это затмевать. У вас будет вот именно тем самым, когда вы будете по своему пути, как я хочу, как мне нравится идти, у вас будет больше, да, чего-то вы будете получать в жизни. Ресурсы, финансы, любовь, что угодно. Да? А если вы пойдете, будете слушать... А если вы будете слушать именно других, у вас наоборот вот здесь вот как отсек или остановка, или вот камень преткновения, ничего не движется, или все остановилось. Да, для кого-то вы можете являться злом, наказанием. Нечестные. Мужики себя ведут как не мужики. Пытаются с вами бороться на уровне, как будто бы вы реально мужик.
Думайте о своем благополучии и только. Вот здесь прям это показано. Кстати, вот эта женщина вам будет скорее вот та, которая уважает, для которой вы являетесь вот примером, в чем-то, да, вам поможет или вам подскажет, или вот проведет вас куда-то. У нее тоже есть ключики, ответы у этой женщины для вас. То есть это не просто... Все люди в нашей жизни не случайны. И скорее вот эта женщина, которой вы когда-то помогли, поможет очень сильно вам. Вот так вот. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И спасибо огромное всем, кто был на сегодняшнем раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.